Где-то минут 20 иду. Минут 20 иду, нагрелся хоть. А то с утра вышел, думаю, еще мороз. На профиль. Переходим профиль. Пока тишина. Безветренно. Немножко шумит. Но и сегодня вот где кто пробежит, то уже по снегу уже видно. Вот собаки мои пробежали вон туда по профилю. Вон вторая собака. А здесь тропинка уже натоптана нами, охотниками. Дома некто охотится. И я сейчас уже, наверное, 12 или 13 год уже топчу тут. Старый путик я уже забросил, но в прошлом году уже сюда тоже на не ходил. Ну, просто так пройду с собаками, охочусь, а чтобы ловушки ставить, далеко ходить. Да, и лес такой, ну, сосняк только. А для боровой дичи нужно, чтобы сосны, елки, все вместе ассортировать, чтобы было. Мало что давала мне эта тайга. Вот именно тут. И я уже стал меньше ходить сюда. Вот раз в год так в сезон пройду с собаками. Проверю, что-то есть, нету. И все. А ловушки уже все сгнили уже. И управлять уже как-то и неохота. Бесполезно, думаю. Иду так спокойно, не спеша. Потому что целый день впереди. Где будем ходить, там, в принципе, нормально. Ну, вот такие места и будут, скажем. Ну, сырые места тоже, ручьи будут, но в основном хорошие места. А с северной стороны там вообще жесть. Там в основном болото, сырое место. Тяжковато там ходить. Посмотрим, по какому пути сейчас сегодня еще буду идти. Так-то у меня в голове такой чертеж сегодня уже есть. Где пройти по вырубкам, по старым вырубкам, по дорогам лесопунктовским. Потому что иногда встречаю я там косачей. Глухари дефицитно. Косачи там в 2-3 местах. Каждый год вижу. И тут у меня вон ловушка стояла даже. Еще сгнила уже. Да. Тут. Такие места. Немножко покажу. Где были какие ловушки, может. Но в основном все вот эти, которые поднимают. Глухари, если попадется. Чтобы мыши не объели. Самое главное. И черные вороны. Это выгодно охотиться ловушкам, когда есть птица. А за сезон одного поймаешь, это столько работы, ребята. Надо столько ловушек сделать. Все гниет каждый год. А прадеды, не деды, а прадеды, деды, вот. Отцы уже мало, как как сказать, когда вот прадеды, деды охотились, тогда дичи по 500 штук ловили охотник. И они были трудолюбивые и делали. Ну вот показывал я ловушку чес. Там в моих видео найдете ловушка чес на глухаря. Слово чес, комы, ну давок такой. Трудоемкая работа. Но они делали все вручную топором. И пила. Ну, не бензопила. Пересекаю просеку.
бензопила, которая лучка, наверное, или как там. Там две ручки, в общем, и с одной, с второй стороны, ну, вот, скажем, вот так вот пилили два мужика. Или в одиночку также можно пилить. И вот такими пилами, так топором они делали такие ловушки. И зайцы, глухари попадались. Но оттуда уже куница, они вороны, никто не уже не украдет у тебя эти добычу. Только мыши объедят ли как-то. Ну, мыши, конечно, чуть-чуть попортят. И медведь. Медведь с легкостью опрокидывает этот плаху, ему похрену весь это. Он сильный. А сейчас тюпля все делается. Интереса у людей нет вообще. Какой интерес? И вот у меня тоже интерес пропал к этому месту. Потому что дичи нету. Что трудиться так делать. Бесполезная работа вообще. Ну чего, посмотрим, сейчас сходим. Сегодня кого встретим, нет. Вот сколько уже мы тоже сегодня прошли уже вот. Пока тишина. И главное, рябчики нету. Одну и ту же песню пою уже сколько дней. Как по-другому, если не получится, не получается вообще. Хороший день сегодня. Утро хорошее. Вон там пока без ветра и прохладно, идти хорошо. Я думал, сегодня замерзну. Такой пиджак, думаю, зачем я одел. А нет, тепло, оказывается, идти. Собачки ходят. Обычно здесь большое болото, очень большое даже. Косати такую-то. Тишина, полный штиль. Даже осенью можно так наткнуться на глухариный ток. Просто вот они от балды так просто сядут и начнут там петь там по глухариному. 2 раза на я такие моменты попадал. Один раз еще охотником, вот кто передал мне этот участок. Короче, шли мы, настораживали вот эти ловушки всякие. И так начал, слушая какие-то трески, какие-то непонятные. Первый раз я услышал. А там, оказывается, глухари. Там 5-7 штук, наверное, их было. Собаки успевают везде. Короче, 5-7 штук их было. Ну, улетели. Я сразу подумал, о, на нашем участке глухариный ток. А нет, ребят, это как и косачи сейчас могут на каждом дереве так покурлычить. Также и глухари там играют. И на следующий раз, когда мы уже там прошли, уже их не было, они перелетные были какие-то. Просто вот сидели там, кормились, играли. Глухари молодые, щелкали. Вот так.
Все-то я зачес свой потерял. Хотел напрямик пойти. Ну да ничего, здесь каждое дерево я знаю. Вон там болото, не потеряемся. Там дальше ловушка, дальше идут. А, вон он, зачес-то. Все правильно. Вот он. Так. Ладно, наверное, сейчас я пока выключу. Потом у меня повернет тропинка налево, а там вырубка будет. Поглядим, может там кого выйдем. А здесь однотонная такая сосновый лес. Пересекаю первую вырубку. Как и говорил. Это последняя вырубка, наверное, здесь. Вырубили этот лес и все, отошли от этих мест. Видно, что, ну, походу там лес молодняк считается. Хочется тоже вон туда, в ту сторону идти, но там болото, а из-за болота, конечно, дорога, там еще аккумулятор. Надо бы этот аккумулятор отметить и на буране как-то разгонять. Мазовский аккумулятор, большой аккумулятор. На избушку привезти, а там уже, ну, на свинец там. Свинец выгнать, в общем. Пригодится. Нагрузила на всякое. Это знаете, сколько килограммов этого аккумулятора? Этого свинца. Вот всю охоту бы такой снежок вот такой. Больше не надо. И уже знаешь, где медведь прошел или еще. Интересно со снегом. Но пока ничего такого. Вот уже с вчерашнего вечера снег лежит и ничьи следы я пока не видел. А так красиво все. Очень даже. Мне нравится по первому снегу ходить. И боровая дичь тоже любит там. Он, пока темно, уже только чуть-чуть начинает расцветать, и он уже в пути. Ходит, бегает. Было бы кому бегать. Вот так. Ну, собаки ушли вон туда. Здесь в основном рябчики держатся, здесь ручей. Перейти придется. Там дальше следующая вырубка. И там бесконечность вырубок. А в этом месте, ну, как мне предприниматель сказал, Олег говорит, сейчас лет 20, говорит, тебя беспокоить не будем. Лично начальник он мне так сказал. Так что, значит, лес еще тут вырубать не будут. Молодой. Основное все уже взяли, вырубили. Вот так. Ну ладно, пойдем. Перейдем ручей на вторую вырубку посмотрим. Там более интереснее уже становится. Дичь была раньше. Ток был. Конечно, все тоже вырубили. Ток. В общем, убили ток. Волока вон такие ровные. Ну и лес уже тоже он вышел. Сосняк. Сосновый лес вон как. Смотрите. Быстро вымахал так. Если начнет так лес расти, то тоже растет. Туда. А? Вон он. Со мной ходит. Когда с Айдой троем выходим в ручей, о чем я говорил. Вон, когда троем выходим, Тулан в основном около меня и держится. Я не знаю почему. Какие правила у них там. И Айда вон там тоже впереди. А когда вот вчера вот ходили, один был. Более обширнее там ходил, бегал там туда-сюда. А
Сегодня уже основное для меня так недалеко отходит. Здесь всегда были тоже взлеты, глухари, блин, такое место для ходьбы так неприятно. Я не знаю почему, но они любят вот в этой стороне держаться. Такие воспоминания. Вот иду, вспоминаю. Некоторые моменты рассказываю так. Ну вот. Там опять хорошее место потом будет. Сосняк. Вон и тулан. Очередная вырубка. Высматриваю тут. И глухарей можно здесь встретить, и косачи бывают. Пока тишина. Там сейчас просека идет и пересекает уже ручей широкий, большой, глубокий. Я пока туда лезть не буду. Я поверну направо и пойду на лесопунтовскую дорогу, там вырубки лесопунтовские. И по этой дороге, короче, я кругом обойду этот ручей. Этот ручей поднимается, а там болото. Я пройду через это болото круговую. И, наверное, где-то или здесь буду обратно спускаться, или же где-то слева. Но главное, сейчас пойдем туда. И здесь очередная пустая вырубка вообще. Кроме дятлов, ничего тут нету. Вот так вот. На дорогу выйду, где-то чай попьем. Багульник, блин. Здесь высокий багульник и прям вяжется в ногах. В этой охоте только одно радует, что выпал снег сегодня. И более как-то интереснее ходить. Хотя на деревьях мало снега еще, но все равно. Уже я вижу, кто тут прошел. Вот собака прошла. Все я вижу сейчас. Все перед глазами у меня. Куда дичь подевалась? Не могу понять. А это тоже старается изо всех сил. Что-то ищет. Ладно, так, спокойно. Ходит опять вот из глаз. С обозрения потерял. Потеряется, потом через минут 10 придет. Так ходит сам по себе. Тут, ребята, кто-то пробежал. Нет олень, нет лось, смотрите. Прыжок такой метров 3, не меньше. Кто-то из копытных. Он сюда побежал. Трын-трын. Так. Ой. Тулан не устить что-то. О. Вот это видно, что уже кто-то есть. Видно, что кто-то пробежал тут. Так. Сейчас
Сходим, посмотрим еще примерно, в какую сторону даже непонятно. В эту сторону он бежит. Так, наверное, мы оттуда пришли. Где-то он тут, наверное, и был. И вон туда он побежал. Да. Копыта он, это не то олень, не то лось, так определить толком не могу. Тут лань что-то стоит. Но факт, что свежий он. Следы свежие. Я там болтаю, может от этого и разогнался. Может от собаки. Пускай бегают. Но видишь, по снегу уже мы видим, что кто-то в тайге есть. Вот так. Только вот не знаю, или олень, или же лось. Как-то не могу определить. Но прыжок, конечно, там он дал хороший. Пролетел аж, блин. Так, сейчас еще здесь гляну. О, по скакалках. Так. Толком ведь. Главное, толком что-то определить не могу. В какую сторону он побежал. И ну, это уже не свежие, ребят. Это не свежие. Снежок и чуть-чуть примерзло уже. Ну, вон туда ушел. Да. Лось, я думаю, это. Похоже на лося. Да. Все кинуло вот этот, как его. Мох идет вон в ту сторону. И он пошел туда. Там, короче, ручей. Вот так. Видели как? Хорошо со снегом. Уже видишь, кто где. Интересненько. Но мне это сейчас даром не надо. Я уже так далеко от избы. Я не самоубийца, чтобы сейчас от жадности где-то палить по зверю. И нет, пускай бегают. Мы пойдем вон туда, там дорога уже. Ну, это Волок. Там уже чуть-чуть на горке там дорога. Ну как уже старая дорога, не знаю, найдем, нет, хоть. Но все равно считается дорогой. Там кольцевая. Так. Ну вот, в принципе, мы вышли на дорогу. Сейчас уже будем бродить по дорогам. Ну, интересно. Интересно по дорогам ходить. Издалека много чего видно. И так вот будем бродить. Там кругом слева, справа все вырублено. Куропатки. Тулан даже не посмотрел на них. 2 штуки белые они уже. Что зайцы, что куропатки. Все белые. Вот так. Первые птицы сегодня из боровых. У них мясо такое темное. Редко когда удавалось мне добывать.
Примерзла уже тут. Вот плану как-то неинтересно, не так интересно все это. Сам по себе вот играет, гуляет. Ходит. Это уже тут. А это уже возле Куропаток там. Вот так. Ну вот такая дорога, короче. Обалденно, как мне нравится тут ходить. Ой, блин. Прям четко. Пока ни одного взлета не было. Идем. Сейчас развилка, наверное, где-то с километра, наверное, еще пройду, и там развилка будет. Потом, наверное, думаю, поверну налево. Круг такой, как и говорил, сделаю. Вправо неохота идти. Там вырубки свежие и, ну, голые вырубки, в общем. Ради аккумулятора, если только. Вот так. Почему так? Почему не нравится? Что не нравится птице? Не знаю. На таком расстоянии ни одного взлета. Тут всегда я встречаю этих косачей. Зачастую так. А в этом году их нету. Ну вот и развилка. Короче, пришли вот оттуда. Дальше не пойдем. В принципе, это дорога кольцевая, так в сторону избы можно тоже попасть по этой дороге, но круг, как и планировалось, я сделаю вот тут. Тут пройду вокруг этого болота и обратно уже по навигатору буду спускаться к избе. В принципе, там, думаю, тоже такого интересного ничего и не будет. Бывало, встречали там, но в основном тетерки там должны быть, а и сыро идти, в новые вырубки там. Лучше, наверное, пройду по старым вырубкам. Хоть какая-то надежда, но не знаю. Была бы еще какая-то птица за целый день. Вообще жесть, блин. Надо где-то бревно найти нормальное. Сесть нормально, перекурить, отдохнуть. Разгрузить немножко рюкзак. Чай попить. Собакам хлеб дать. Ну, немножко разгрузить. Что я без толку таскаю лишний вес. Все, действительно, последний день охоты сегодня. Завтра соберу вещи и буду спускаться. Дождь завтра будет, конечно, дождливая погода, но фиг с ним, пускай, перетерплю. Домой едем.
хватит. Хватит. Много ходили, искали. Но толку мало. Там, конечно, тоже сырые места будут. Такие болота проходится. Ручьи болота. Перейти на лес более как-то гуще, поплотнее. Посмотрим, в общем.